Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. В Кабмине обсудили ситуацию на топливном рынке страны. О работе участковых врачей, амбулаторно наблюдающих пациентов с коронавирусной инфекцией. Августа герой Абхазии генерал армии Мираб Борисович Кешмари отмечает юбилей. Шестеро абитуриентов из Абхазии зачислены на бюджетной основе в IT-колледж Сочинского образовательного центра «Сириус». Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган ситуацию на топливном рынке страны. Как отметила Озган, ситуация очень сложная. С декабря прошлого года стоимость топлива значительно выросла, а в последние месяцы отпускаемая стоимость ниже закупочной. Все эти факторы могут повлиять на возникновение нехватки топлива в республике. Как сообщила вице-премьер, в данный момент готовится предложение об изменениях цен на нефтепродукты. Данные обстоятельства обусловлены тем, что Абхазия не может влиять на стоимость поставки топлива, так как не располагает собственным производством. Премьер-министр поручил провести в профильном ведомстве совещание с участием поставщиков нефтепродуктов и обсудить с ними варианты разрешения ситуации. Во второй половине дня, выполняя поручение главы правительства, Кристина Озган встретилась с поставщиками нефтепродуктов. На встрече присутствовали руководители 5 топливных компаний. Они рассказали о финансовом состоянии организации, отметив, что устойчивый рост закупочных цен на бензин способствует возникновению топливного кризиса в стране. По словам представителей топливных компаний, все они уже работают в убыток, несмотря на недавнее повышение предельной стоимости нефтепродуктов. Кристина Озган попросила топливные компании, несмотря на сложности, осуществить августовский закуп бензина в объеме необходимой потребности с учетом курортного сезона. Заверила, что для участников топливного рынка будут в ближайшее время пересмотрены условия работы. Участники совещания обсудили меры выхода из ситуации, возможность применения отсрочки таможенных платежей, изменения предельной стоимости нефтепродуктов, государственного субсидирования и другие. Остановимся совсем. Как вы знаете, мы все импортируем нефтепродукты из Российской Федерации. И, к сожалению, мы рассчитывали на то, что ситуация с ценами изменится, хотя бы стабилизируется, но в последние пару месяцев еще более высокая динамика, наблюдается рост, в связи с чем мы обратились в том числе и к Министерству экономики для того, чтобы обсудить возможные варианты выхода из текущей ситуации. Мы старались совместно со всеми игроками на топливном рынке осуществлять какие-то меры для того, чтобы сдерживать, но уже, к сожалению, ситуация дошла до такого момента, до критического, когда наших возможностей уже недостаточно и наши возможности исчерпаны. Понимаем, что наш товар, топливо, как социально значимый, имеет большое значение, и его стоимость в конечном итоге отражается на стоимости многих других продуктов, товаров, которые реализуются на стоимости транспортных услуг и так далее. Поэтому необходим некий разумный баланс, и все игроки с пониманием, естественно, относятся к этому вопросу. Прошло совещание, сложившаяся ситуация на энергетическом рынке страны, как вы знаете, проблема ГСМ, это проблема, с чем мы сегодня столкнулись. Одно из предложений было отсрочки таможенных платежей, ввозного НДС. Но таможенный комитет в пределах своей компетенции, если сложится данная ситуация, наверное, все-таки пойдет навстречу участникам этого. На самом деле уже дефицит топлива есть, так как мы приостановили свои отгрузки, оптовые продажи, и у нас остался сейчас на данный момент объем только для своих собственных заправок. И, соответственно, чтобы дефицита именно по стране не возникло, нужно принимать какие-то решения.
В наше сложное с эпидемиологической точки зрения время на участковых врачей ложится особая ответственность. Ведь именно к ним зачастую обращаются люди с первыми симптомами коронавирусной инфекции. В Сухуми и Сухумском районе в каждом медицинском учреждении несколько участковых врачей. Именно они ведут амбулаторных пациентов. О проблемах, с которыми сталкиваются больные, проходящие лечение дома и об оказываемой им помощи, репортаж Сарии Кварацхелия. Лечиться дома и соблюдать режим самоизоляции должны пациенты с легкой формой коронавируса и симптомами острых респираторных заболеваний. А место в больнице достается тем, кто входит в группу риска или переносит тяжелую форму COVID-19. Если в стационаре пациенты получают необходимое лечение и уход, то контроль над амбулаторными больными ведут участковые врачи дистанционно. Одним выписывают только витамины, обходясь без антибиотиков, а другим порой нужно ставить капельницы и делать уколы. И тут многие амбулаторные больные сталкиваются с проблемами. Если больной тяжелеет, или у него наступает момент тогда, когда нужно будет ему сделать либо внутримышечно, либо внутривенно, капельно, обычно, если ему сложно добраться ввиду каких-то технических обстоятельств, мы им говорим: позвоните, пожалуйста, в такси, попросите, укажите, что вы ковид-положительный, и попросите их повезти вас до определенного пункта, да, медицинского, где вам сделают внутримышечный укол, и вас обратно привезут домой. Но бывают случаи, когда либо таксист отказывает, либо у людей нет таких средств, чтобы доехать на такси, и тогда уже они просят просто своих знакомых, своих родственников, своих друзей, которые уже переболели ковидом. К сожалению, ковид пришел в каждую семью, практически в каждую. И таких случаев у нас не бывает, что он вообще без помощи находится дома, и ему не оказываются никакие медицинские мероприятия. Такого у нас не бывает, и не было таких случаев. Асида Агрба – заместитель главврача Сухумской районной поликлиники, по специальности врач-гастроэнтеролог. В связи с острой необходимостью на сегодняшний день она исполняет обязанности участкового врача. Мы загружены, мы просим населения соблюдать все санэпидемиологические нормы, просим не посещать общественные места, не посещать места, где есть скопление людей, ограничить все торжественные и иные мероприятия, дабы обезопасить себя и свое окружение. Сухумская районная поликлиника обслуживает 13,5 тысяч человек. В административном персонале учреждения 37 медработников. В районе нет бригад, которые выезжали бы на дом к больным с подтвержденным диагнозом COVID-19. По словам главврача поликлиники Андрея Тужба, по санэпиднормативам их и не должно быть. Просто некому. Обзвон, назначение, контроль по телефону. А часто ли пациентам, которых вы ведете, назначают капельницы? Нет. Только тем, кто действительно в этом деле по показаниям нуждается. Из 100 примерно меньше 20. Участковый терапевт первой Сухумской городской поликлиники Лариса Чкадуа ведет дистанционно более 200 ковид-больных. На WhatsApp Ларисы непрерывно приходят сообщения от пациентов, их рентгеновские снимки, результаты анализов и данные о самочувствии. Несмотря на то, что всю информацию о лечении пациенты получают по телефону, на каждого заведена медицинская карточка. Если больной не тяжелый, так, значит, мы его отправляем на рентген и на анализы в инфекционную больницу. Но в данный момент рентген они делают у нас в поликлинике. Вот. Если больной тяжелый, выезжает мобильная бригада, которая на следующий день берет у них анализы. Если нужно больного прокапать, мы очень тесно сотрудничаем с амбулаторным центром. И мы созваниваемся, они высылают бригаду. Если нужно, чтобы выехал доктор, значит, если больной нам не совсем нравится, так выезжает туда доктор с амбулаторного центра. Если можно сделать капельницы в амбулаторном центре, мы посылаем туда. Там очень большая сейчас идет перегрузка, и они, дай бог им здоровья, они никогда не отказали и работают с нами в очень тесном контакте. Очень тяжело работать новому району, там просто полный завал сейчас идет, там больше сейчас, чем вот в городе. Вот мне плохо, мне нужно сделать капельницу. Сейчас люди просто сталкиваются с тем, что они вызывают такси, у кого нет машин, и многие отказываются просто их везти в амбулаторию. Ну, это уже за такси я не отвечаю, извините. Вот что да. делать? Значит, ничего подобного. Если больному плохо, у нас есть горячая линия, мы звоним в амбулаторный центр, девочки в течение
дня приезжают. Они работают там, по-моему, с 9 часов до 6. Вот в субботу-воскресенье они даже до 9 часов работали, объездили всех больных, которые нуждались в этих внутривенных инъекциях на дому. Врачи не устают обращаться к нашим гражданам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности. Мы очень просим, пожалуйста, население нашего города, соблюдайте санэпидрежим, особенно когда в маршрутках, в такси, в автобусах, особенно пожилые. Практически 50-70% никто не носит маски. Мы очень просим, пускай соблюдает санэпидрежим. Потому что в основном после 50-60 лет многие больные очень тяжелые, и многие попадают в реанимацию. Легкое течение болезни или хорошее самочувствие – не повод ходить по улицам и распространять инфекцию. Не все еще до конца поняли серьезность ситуации. Смертность растет, больницы заполняются, рук не хватает. Прислушаемся к врачам. От нас зависит, сможем ли мы минимизировать рост заболеваемости коронавирусом, либо болезнь сама нас медленно будет убивать. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сотрудники Министерства внутренних дел проводят масштабные проверки объектов общественного питания, розничной торговли, а также гостиниц и отелей на предмет исполнения антиковидных ограничений. Об одном из таких рейдов в Гагарском районе репортаж пресс-службы МВД. Наличие индивидуальных средств защиты по-прежнему остается обязательным атрибутом каждого человека. Усложнившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии, к сожалению, ввела ряд серьезных корректив в нашу обычную размеренную жизнь. На предмет исполнения антиковидных ограничений сотрудники МВД Абхазии проводят масштабные проверки в местах массового посещения граждан. Общественный транспорт, торговые точки, предприятия общественного питания. Не остаются без внимания базы отдыха и гостиницы. Коронавирусные патрули, в состав которых помимо правоохранителей входят и представители администрации и сотрудники районных СЭС, проверяют соблюдение требований распоряжения президента о мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Один человек не соблюдает все меры безопасности. Спасибо. А вы не уходите пока? Все должны обязательно соблюдать все меры безопасности. 1,5 метра дистанция должна быть. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар за прошедшие дни целевые предупредительно-профилактические мероприятия проведены на территории популярных курортов всего Гагарского района. Сотрудники районного управления внутренних дел из числа подразделений милиции общественной безопасности уже посетили свыше 50 гостиниц, пансионатов и отелей, среди которых расположенные в Пицунде, Самшитовая роща, Литфонд, объединение пансионатов курорта Пицунда и другие. Проверили десятки кафе и ресторанов, а также самые посещаемые организации розничной торговли. В связи с распоряжением президента и приказом министра внутренних дел совместно с администрацией и службами санэпидстанции проводятся ряды мероприятия по общественным местам, масочный режим, дистанция. Кафе, общественные места, супермаркеты, гостиницы, санатории патрулируются сотрудниками ППС. Ежедневно все это мониторится, люди предупреждаются. В целом большинство людей ведут себя законопослушно. Нарушения есть, но правоохранители системно проводят и разъяснительную работу, и проверки. Владельцам и руководителям торговых точек, гостиниц и отелей сотрудники милиции вручают под роспись рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, в которых расписаны все санитарные требования. Также правоохранители напоминают жителям и гостям Гагарского района о необходимости соблюдения социальной дистанции и обязательного использования средств индивидуальной защиты. Печальная весть пришла из Кабардино-Балкарии. Сотрудники штаба Конфедерации народов Кавказа 1992-1993 годов и благотворительный фонд «Помним» сообщают о смерти добровольца Отечественной войны народа Абхазии, награжденного медалью за отвагу Бекалдиева Юрия Шамиловича.
Продолжаем выпуск. По сообщениям грузинских СМИ, 2 августа текущего года в Комитете по правовым вопросам парламента Грузии была принята резолюция, в которой правительство Грузии призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии, Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях. Министерство иностранных дел Абхазии рассматривает данный проект резолюции как совершенно оторванный от реальности и искажающий причины абхазо-грузинских противоречий. МИД напоминает грузинской стороне, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008 году. Не следует забывать и о многочисленных случаях насилия по этническому признаку в период грузинской оккупации республики. Уяснение всех этих фактов делает абсурдными попытки Грузии выставить Россию неким участником конфликта, полностью умолчав о роли Тбилиси в конфликте и преступлениях грузинской стороны в Абхазии, отмечается в частности в комментарии. МИД Абхазии призывает международных посредников, участвующих в женевских дискуссиях, признать преступными действия властей Грузии в 1992-1993 годах и в 2008 году, способствовать подписанию между Республикой Абхазия и Грузией соглашения о неприменении силы и содействовать выстраиванию равноправного межгосударственного диалога между Сухумом и Тбилиси с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. 3 августа герой Абхазии, генерал армии Мераб Борисович Кишмари отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Мераб Кишмари окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище с присвоением звания лейтенант. Служил командиром мотострелкового взвода мотострелковой роты в Туркестане. Был командиром комендантской роты 5-й гвардейской мотострелковой дивизии 40-й армии, участвовавшей в боевых действиях в Афганистане. Заместителем командира мотострелкового батальона 371-го полка этой же дивизии. В апреле 1988 года получил двойное ранение около Кандагара на мине и от снайпера. Вернувшись в Абхазию, работал старшим инспектором группы охраны общественного порядка ОВД Чемчирского района. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии вступил в бой в селе Арадо Чемчирского района и добыл 6 автоматов. С августа был избран командиром партизанского отряда. В ноябре 1992 года по ходатайству Комитета обороны города Тхорчал назначен начальником штаба партизанского движения восточного направления. Мераб Борисович Кишмари в годы Отечественной войны являлся командующим Восточного фронта и на протяжении всей своей военной службы руководствовался принципом максимально возможного сбережения людей, достижения победы с минимальными потерями. Своим требовательным отношением к себе и к командирам он добивался успешного выполнения боевых задач, осуществил целый ряд успешных боевых операций против грузинских войск. После войны работал заместителем министра обороны по боевой подготовке, первым заместителем министра обороны, военкомом Абхазии. Участвовал в ликвидации бандформирований в Галском районе, Ладской операции, Майской операции. В октябре 2001 года принимал участие в антитеррористической операции в Кадорском ущелье. С 2007 по 2020 годы министр обороны Абхазии. В IT-колледж Сочинского образовательного центра «Сириус» из Абхазии на бюджетные места поступили 6 человек. Ранее они приняли участие в онлайн-конкурсе, по результатам которого первое место занял Алан Аджинджел. Призерами стали Астан Патарая и Яна Каджая. Молодые люди будут учиться по таким специальностям, как программирование и системное администрирование. 3 августа уже со студентами IT-колледжа встретился министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Поздравляю вас с поступлением в один из лучших образовательных центров «Сириус». Вы поступили в IT-колледж, который является уже одним из примеров, центров, где можно получить лучшее образование в России и ближнего зарубежья. Поэтому для нас и для вас тоже это уникальная возможность проявить свои таланты, свои умения и получить лучшее образование в сфере IT-технологий. Уважаемые родители,
уважаемые абитуриенты. Я надеюсь на то, что вы будете себя показывать с лучшей стороны. Если у вас будут какие-то вопросы, никогда не стесняйтесь задавать их нам или коллегам из Сириуса. После окончания 3 лет обучения дальше я хочу продолжить повышать свою квалификацию, вернуться в Абхазию и уже здесь где-то трудоустроиться, потому что вот мне относительно недавно тоже нужен был очень человек из сферы IT, такого я найти не смог. И перебрал очень много заявок, в итоге подходящего человека найдено не было. После чего я сделал несколько выводов, то что квалифицированных специалистов у нас мало. Специалистов, таких названных большое количество, а вот именно высококвалифицированных мало. И поэтому я хочу окончить вот этот специфический 3-годичный курс и приехать в Абхазию работать именно по той специальности ЕС, то есть информационной системы программирования. Я давно заинтересован данной профессией, программист, потому что это в будущем очень востребованная работа, и мне бы хотелось бы быть в этой структуре. Желаю удачи, чтобы мы все выучились хорошо, чтобы приехали в нашу страну, развивали данное направление в нашей стране. По заказу руководства этнопарка «Апсны» на Петрозаводской верфи изготовлена точная копия абхазской боевой галеры. Судно успешно прошло испытания на Онежском озере. Его длина достигает 14,5 метров, а ширина 2,5 метров. Выполнена галера из карельской сосны и дуба и может развить скорость до 12-14 км в час. Проект судна разработал художник Батал Джапо на основе архивных рисунков и исследований в области этнографии абхазов. Галера в сопровождении абхазской делегации уже в пути. Прибытие в республику ожидается в конце недели. Также делегация планирует сделать остановку в Майкопе и выставить судно в филиале Музея Востока. По приезду в Абхазию галера будет ходить по озеру Рица. В Петрозаводске уже строят второе аналогичное судно. Оно будет готово к началу осени. В Гагарском районе на подстанции Бзыбь-220 ведутся работы по замене трансформатора. Для подготовки рабочего места необходимо откатить старый трансформатор и подготовить для нового агрегата фундаментную приемную яму со всеми конструктивными особенностями. Новый трансформатор мощностью 125 мегаватт прибудет из Свердловска в течение полумесяца. На все работы уйдет около 2 месяцев. За моей спиной стоит трансформатор, который работал в течение 2 лет. Сейчас мы его должны откатить, и на его месте мы должны подготовить фундаментную яму приемную со всеми конструктивными особенностями. И потом на это место придет у нас новый трансформатор, который идет у нас тоже из Свердловска, тоже завод Свердловский. СВЭЛ. Мощность увеличится. Была у нас суммарная мощность 126 мегаватт, а сейчас будет 250. Вот эти мощности будут работать на район Гудоводский и Гагарский. В Сухуми в результате стихии в ночь на 27 июля городские пляжи заполнились нанесенным реками мусором. В основном это ветки и листья, а также коряги и стволы деревьев. Столичное муниципальное управление благоустройства уже несколько дней проводит работы по очистке берега. Пляжи убираются как вручную, так и с помощью техники, сообщил начальник коммунального управления Руслан Авицба. С помощью техники уже расчищена береговая полоса на набережной Махаджиров. Сейчас работы продолжаются на набережной Диаскуров от поворота в микрорайон Маяк к центру. Работы по очистке пляжей коммунальные службы планируют завершить в течение 2 дней. Ну а сейчас традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 4 августа ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 25-30. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.